31 августа уважаемый Эмомали Рахмон по случаю празднования 30-летия государственной независимости страны вручил государственные награды государственным служащим, руководителям законодательной исполнительной власти, бывшим руководителям парламента и членам правительства страны. Перед началом церемонии вручения государственных наград президент страны поздравил присутствующих по случаю великого национального праздника 30-летия независимости. Отметил, что сегодня государственных наград будут удостоены лица, чей вклад на протяжении 30 лет периода независимости весьма заметен и ценен в развитии различных социально-экономических сфер страны и государственном управлении. Таджикский народ на протяжении 30 минувших лет столкнулся с рядом серьезных и трудных проблем. В те трагические дни угроза исчезновения таджикского государства с политической карты мира и распада таджикской нации превратилась в страшную реальность. В конце своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высказался относительно непредсказуемой политической и экономической ситуации, вопросов, касающихся безопасности в мировом сообществе и в том числе современных угроз и опасностей. Таким образом, в торжественной обстановке за высокие служебные заслуги и эффективную работу, ценный вклад в развитие страны более 90 государственных служащих, руководителей законодательной и исполнительной власти, бывшие руководители парламента и члены правительства страны были награждены президентом страны юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Им присвоено также почетное звание «Заслуженный работник Таджикистана». На церемонии вручения государственных наград указом президента Республики Таджикистан о награждении работников науки и культуры, здравоохранения, производства товаров и услуг, местных органов государственной власти и других государственных служащих государственными наградами 88 человек были награждены юбилейной медалью 30-летия государственной независимости страны. 2 человекам было присвоено почетное звание «Заслуженный работник Таджикистана». В течение 30 лет независимости в рамках социальной политики, лидера нации и осуществлением мер по повышению роли женщин в обществе, они наряду с мужчинами вносили и вносят достойный вклад в дело обеспечения мира, стабильности и развития сфер национальной экономики. Инициативы и поддержка президента страны, направление повышения роли женщин и девушек в обществе приносят желаемые и заметные плоды. В результате этого на церемонии вручения государственных наград группа активных женщин страны, которые в разные годы добросовестно осуществляли деятельность на различных должностях и на деле осуществляли успешную и перспективную политику правительства страны, были награждены юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В завершение церемонии вручения наград глава государства еще раз искренне поздравил всех, кто за плодотворную деятельность во имя обеспечения мира, стабильности и развития общества отмечен высокими наградами руководства, государства и правительства страны. Состоялся телефонный разговор нашего главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым. Лидер нации тепло поздравил президента и дружеский братский народ Кыргызстана с историческим юбилеем 30-й годовщины государственной независимости, пожелав всем жителям соседнего Кыргызстана мира, стабильности, устойчивого развития и новых достижений по пути укрепления основ государственной независимости. В ходе беседы главы 2 государств сделали акцент на важность дальнейшего продвижения всего комплекса таджикско-кыргызских добрососедских отношений в русле конструктивизма, выразив надежду на дальнейшее наращивание этого процесса совместными усилиями. Была также обсуждена повестка дня предстоящих встреч глав государств в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ и юбилейного саммита ШОС, проведение которых намечено в городе Душанбе во второй декаде сентября текущего года. Завтра, 1 сентября, во всех дошкольных, общих, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведениях Республики Таджикистан, независимо от организационно-правовой формы, состоится День знаний и урок мира. По традиции в День знаний примет участие и выступит с речью основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон.
В селении Сешамбе города Турсунзаде в преддверии юбилейной даты 30-й годовщины Дня государственной независимости страны была сдана в эксплуатацию промышленно-производственное предприятие общества с ограниченной ответственностью Эхсон Махсулот. Основным направлением производственного процесса в данном предприятии составляет моющие средства. Здесь в настоящее время работы охвачены более 10 человек из числа местного населения. Строительные работы на данном предприятии были начаты в 2020 году. Объект соорудирован на площади 800 квадратных метров. Путем оснащения современных технологий предприятие имеет возможность выпускать 4 вида продукции. Другим юбилейным объектом в селении Зарнисор, который также была сдана в эксплуатацию, является предприятие по выпуску полиэтиленовых пакетов. Здесь охвачены постоянными рабочими местами более 8 человек. В целях развития сферы птицеводства и обеспечения местные рынки диетическими продуктами в селении Намуна была открыта птицеводческая фабрика. Данное предприятие состоит из 12 частей. В настоящее время из вышеуказанных пунктов активно действует только 3. Остальные 9 будут задействованы периодично. В рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти к 30-летию государственного суверенитета страны в Муминабадском районе Хатлонской области намечено строительство и сдача в эксплуатацию более 230 объектов различной принадлежности. До сегодня из вышеуказанных объектов 200 были своевременно построены и сданы для общего пользования. Для развития сельской местности в селении Чурсу и Махалы имени Назрулло Сафарова со стороны местных предпринимателей были построены современные объекты различной принадлежности из числа торговые центры и медицинские пункты. Отрасль птицеводства в стране находится на стадии становления и считается одной из самых прибыльных отраслей экономики с годовой рентабельностью 20-30%, в связи с чем уделяется особое внимание на этот сектор экономики со стороны как частных лиц, так и государства. Важность этого направления обуславливается несколькими факторами, и в их числе считается принимаемые решения, а также проводимые мероприятия со стороны правительства. Чтобы быть конкурентоспособным в этом сегменте рынка и получить максимум прибыли, производители продуктов из птицы города Ливакан стремятся ввести в производство современные технологии и самые эффективные средства для кормления, которые в основном завозятся из-за рубежа, что связано с большими затратами. По словам специалистов сферы, отличительной чертой породистых цыплят является то, что они в климатических условиях нашей страны в возрасте 2-3 месяцев могут весить от 1,5 до 2 килограмм и физически готовы к отдаче. С точки зрения медицины, каждый взрослый человек в год должен употреблять не менее 50-70 килограммов птичьего мяса. Для этого в ряде городов и районов республики активно сооружается новое предприятие по выпуску диетического мяса. Наравне с другими хозяйствующими субъектами Хатлонской области сельские труженики селения имени Худойора Раджабова, организовав кампанию, также стартовали к сбору хлопка-сырца. В текущем году на площади 815 гектаров земли был проведен сев белого золота страны. Путем тщательного ухода земледельцы смогли собрать желаемый результат готового урожая. По словам земледельцев местности, в текущем году сев хлопка-сырца принес ощутимый результат, так как климат района благоприятен для сева качественных семян. Нужно отметить, что основная продукция хлопка – волокно. Она является ценным экспортным материалом и приносит большой доход экономике страны. По словам ответственных лиц, сбор хлопка-сырца является трудоемкой сельскохозяйственной культурой, и для ее переработки требуется немало затрат. В честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан профессиональный лицей туризма в городе Вахдат переименован в колледж туризма и сервиса. С изменением названия колледжа увеличилась его возможности и возросла ответственность его администрации и преподавателей для подготовки квалифицированных специалистов в сфере обслуживания, кафе и ресторанах, а также других видов сервиса туристической отрасли. Пользуясь созданными условиями, студенты колледжа имеют возможность всесторонне
всесторонне изучить избранную профессию и как хороший специалист работать в данной отрасли. Здесь в основном готовят молодых специалистов различных сфер сервиса и услуг по 9 специальностям. И имеется возможность принять на дневную и заочную форму обучения до 500 студентов после окончания 9 и 11 класса средней школы. В колледже работают 20 квалифицированных преподавателей. Учебное заведение расположено в туристической зоне Руми города Вахдат и имеет 23 учебных класса, библиотеку, 4 оснащенных необходимым оборудованием лаборатории и другие учебные вспомогательные классы. В соответствии с требованием рынка труда в колледже готовят специалистов по специальностям повар, повар-кондитер, экскурсовод, туроператор, турагент, специалист-технолог по информационным технологиям, бухгалтер и швея. По инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан в сотрудничестве с исполнительным органом государственной власти города Душанбе в государственном учреждении «Парк Ирам» состоялась выставка в рамках международного фестиваля «Душанбе. Туристическая столица государств-членов Организации экономического сотрудничества». Целью проведения фестиваля является ознакомление с туристическими возможностями Таджикистана, привлечение иностранных туристов, развитие сферы и укрепление сотрудничества в области туризма между государствами-членами. Гостям и участникам были представлены туристический, культурный и сельскохозяйственный потенциал, народные ремесла, национальные блюда, свежие фрукты, способы предоставления услуг в ресторанах и кафе. В Таджикистане ведется большая работа по развитию различных видов туризма, в том числе и агротуризма. Но я думаю, что к этому способствует и природа, живописные горы, прекрасные озера, которые существуют в этой республике. И что касается города Душанбе, то на глазах он у нас расцветает, растет, идет большой бум строительный, строятся новые парки. И все это не случайно, потому что я так думаю, что Душанбе серьезно готовится к двум важным событиям. И 16-17 сентября мы станем свидетелями того, как здесь, в столице Таджикистана, соберутся лидеры государств, членов ШОС, включая государства Центральной Азии, Россию, Китай, Индию, Пакистан. И к тому же прибудут сюда страны-наблюдатели. И я думаю, что это событие увенчается успехом. Поэтому хотел бы пожелать моим таджикским коллегам всего самого наилучшего в преддверии 30-летней независимости, а также пожелать успехов в проведении саммита ШОС, к которому страна серьезно готовится. В ходе выставки было отмечено, что мероприятия, принятые председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали, позволили вновь стать членом Всемирной Федерации туристических городов, что является важным фактором выхода на мировые туристические рынки. Выставка еще раз доказала хорошую возможность представления и рассмотрения туристических ресурсов Таджикистана как страны, по которой проходит Великий шелковый путь, придаст серьезный импульс развитию сферы туризма и останется в памяти гостей и туристов.